С 3 лет у меня это любовь к музыке. Знаешь, все школьное время я пел, студенческое время выступал, пел. Всю жизнь это так вот, до сегодняшнего времени я пою. Ты парень скромный. Скромность в целом мужчину украшает. Но ты чересчур скромный, Адам. После нашей беседы я могу, наверное, вдохновиться и пойти что-то написать. Были ли у тебя моменты, когда ты думал оставить все, когда ты хотел остановиться? Черный день там, так скажем, один из сложных дней для меня. Это который никогда в жизни не забуду. Каждую секунду этого дня я помню. В себя нужно верить. И так никто в тебя не верит. Хотя бы ты верь в себя. Что в тебе раскрыло, когда ты разные профессии видел в разном возрасте, ну и, соответственно, ты с разными людьми коммуницировал? Я считаю, что это вот эти все запчасти этого велосипеда, на котором я сейчас еду. Поразило. Может, в хорошем, а может, в Я плохом. один раз скажу своего слушателя. Автор-исполнитель, не звезда, автор-исполнитель. Всем доброго времени суток. И сегодня у нас первый выпуск «За закрытой дверью». С вами я, психолог Руслан Алиев, и наш первый невероятный гость Адам. Ассаламу алейкум. Давайте ему поаплодируем. Перехвалили с невероятностью. Ну, Адам, все видят, не то что все, весь мир видит. Могу сказать, что есть вещи, которые люди знают, но есть то, что пока остается за закрытой дверью. Да. И наша задача сегодня дверь эту открыть. Первый вопрос. Как тебя зовут? Мое настоящее имя Фарух. Адам — это мой творческий псевдоним. Так, Фарух. А как вот от Фаруха к Адаму в творчестве? Почему? Как появилось? Ну, получается, поступило предложение такое вот на тот момент с человеком, с которым я работал. Мол, надо псевдоним творческий. Восточные имена, мол, тяжелее запоминаются, поэтому, ну, там коротко, ясно, чтобы аккуратно. Такой вот псевдонимчик надо будет придумать. И в тот же момент, опять же, предложение поступает. Может, Адам? Адам, человек. Я говорю, блин, классно, говорю, значение хорошее. То есть просто максимально запоминается, там 4 буквы всего. Угу. И на сегодняшний день, вот как и говорили, действительно, кто с кем поздороваешься, кто о твоем творчестве узнает, только и сразу запоминает. Адам или Адам. Адам или Адам. Я говорю, без разницы. Но ты сам больше как любишь, когда к тебе обращаются? По имени или по псевдониму? Ну, смотря кто, наверное, скорее смотря всего, кто, да. да? Когда Ну, дома родные обращаются, друзья близкие, люди, которые меня знали и знают до того момента, как я стал Адамом, там, когда они говорят это, знаешь, прям, когда Адам, вот прям как будто кто-то тебе такой шапал. Я для тебя не Адам, типа. а для наших зрителей вот было бы приятно, если бы твои слушатели бы называли тебя Фарух, когда вот они тебя видят, когда ты выступаешь? Не знаю, брат, вообще без разницы, конечно. Когда понимаешь, что это твой слушатель, наверное, лучше, когда он тебя знает по псевдониму. Это твое творчество. А если бы этот человек меня знал по жизни, там, заранее, до того момента, как я стал Адамом, то, конечно, мне было бы приятнее слышать имя свое. Отлично. Что касаемо детства. Твое детство окутано такой тайной. Да. Знаешь, перед тем, как с тобой сесть за разговор, я поискал информацию о тебе и почитал, что пишут твои слушатели да, в соцсетях, под клипом. Расскажи о своем детстве. Какое оно было? У меня очень интересное детство было, насыщенное такое. Очень скучаю по этим моментам. Это быстро прошло все. Сегодня только вот ехали мы и об этом разговаривали. Мол, блин, куда время летит? Все в шоке. С кем не поговоришь на эту тему, все в шоке. Думают, блин, время куда-то летит. И, честно говоря, детство у меня было разное. Были моменты, когда нам семейно очень было сложно. У отца не получалось. Мама была у меня домохозяйкой всю жизнь, получается, свою. Я в садик не ходил, у меня садик был дома, рядом с мамой.
Также братья, ну, старшие братья посещали садик, а мы уже нет, получается. Я младший сын в семье. У меня 2 старших брата, после я уже. После меня еще 2 сестренки. Родился в городе, в деревне, в Москве? На районе, в селе. В селе, да? Да, А что Мерке, село? В Мерке. 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 Под нас Швейцария косит. Патриот, патриот. Конечно. А вообще, что вдохновило тебя заниматься музыкой? Потому что, насколько я знаю, до музыки, ну и глядя на тебя, на твою форму, мне даже чуть неудобно стало. Я Да как будто в зале ничем не занимаюсь. Чем ты занимался до музыки и что тебя вдохновило вот к этому? Ну, я музыкой занимался с раннего детства. Можно сказать, не то чтобы занимался, а мне это нравилось. Я всегда пел, включу телевизор за телевизором, включу магнитофон за магнитофоном. Очень нравилось мне петь, сочинять что-то, песни какие-то переделывать, там, текста. Это с какого возраста? Ну, это, наверное, с 3 лет примерно. Да, вот с 3 лет у меня это любовь к музыке. Всегда нравилось слушать еще разное. С детства был меломаном. Так сказать, разная эта стилистика музыки мне нравилась. Ну ты же, наверное, в детстве не думал, что ты станешь большой звездой. Да, конечно, я в детстве вообще, знаешь, что думал? Я маме такие вопросы задавал, типа, вот когда я вырасту, у меня еще какое-нибудь имя будет, прикинь, как будто я вот, ну, на тот момент я об этом, конечно, не думал, сейчас я думаю, почему я такие вопросы задавал? Я маме говорю, вот меня же Фарух зовут, она говорит, да, я говорю, я хочу, чтобы меня переименовали, я говорю. Он говорит, зачем, говорит, такое красивое имя, тебе нравится? Что, тебе не нравится твое имя, мама такая, вопрос мне задает, я говорю, ну, не знаю, говорю, наверное, со временем хотелось бы, чтобы другое имя поставили, короче, вот такие вот вещи говорил, такие вопросы задавал. Сейчас вот как будто вот заранее так получилось, уже второе имя дали, сценический псевдоним. На самом деле здесь можно заметить такую вещь, что постоянство, да, то есть вот есть же такое понятие, люди думают мгновенный успех, или как многие аж уши мне режет, когда на кого-то смотрят люди и говорят повезло. И вот то, что ты сейчас говоришь, что с 3 лет ты любил, уже там интересовался музыкой, что-то переделывал, что-то сочинял. Знаешь, все школьное время я пел, получается. Студенческое время я выступал, пел. Всю жизнь это так вот, до сегодняшнего времени я пою. Ну, значит, телосложение у тебя не музыкальное. Я просто одной руке микрофон, а второй гиря. Нет, я занимался борьбой. Я все свое детство, все школьное время, пока не закончил школу, потом еще и в универе ходил на борьбу. А в какой момент решил принять решение, что либо борьба, либо музыка? Ну, по борьбе были кое-какие сложности, моментами травмы, переломы были. И на восстановление уходило очень много времени. А время идет именно то время, когда я должен в этом возрасте бороться. Этот возраст у меня уходит на восстановление. Ну, к примеру, на борьбе такой вот в 13, в 14, в 12 лет это самые хитовые возрасты для борьбы, чтобы вот выйти на уровень какой-то. И в эти моменты у меня то грибок на голове выскочит, то рука сломается, то нога, ну, на всю волю Всевышнего. Все это было неспроста, не просто так. В жизни вообще все не просто так. Поэтому на все воля Всевышнего так получилось. Все это меня привело к тому, чем я сегодня занят. Я занят своим творчеством. Можно сказать, все время я параллельно с борьбой, я совмещал всегда музыку. На борьбе я Фарух, а здесь я уже такой гуманитарий, то есть в школе активист, такой музыкальный парень. Умел совмещать и спорт, и музыку, и друзей, и семью. А в детстве тебя поддерживали родители в этом деле? Или... Никогда против не были. Никогда против не были ни папа, ни мама. А был ли в детстве братья. у тебя такой человек, кто вот сыграл ключевую роль, что ты вот решил, что вот надо топить, музыка, борьба, но вот надо топить? Было ли такое? Меня всегда восхищали мои братья родные, к примеру. Они для меня всегда были примером. Почему? Потому что они
ну, не было у них таких качеств, которые отталкивали бы человека, понимаешь? Они, что бы они ни делали, они всегда делали наилучшим образом, и это меня вот восхищало, вдохновляло. Я старался быть похожим на того брата, потом на этого брата, ну, рос, смотря на них. Получается, они меня вот подтолкнули и к спорту, и к творчеству. У нас в семье, скажу, что не я один, занимаюсь чем-то вот профессионально. У меня брат профессиональный футболист, к примеру, он тренер по футболу, очень хорошо играет в футбол. Все детство такой хитовый парень был на стадионе всегда. Никогда они не были заняты там какими-то плохими привычками, вредными. Курить, пить, выпивать там, то все. У них не было такого, поэтому мне это очень нравилось. Ты так говоришь, у них не было такого, как будто у тебя было. Что? Нет, я вот на них смотрел, и меня это, наоборот, вдохновляло, что они вот такие вот дисциплинированные, любят спорт больше, чем там с друзьями где-то там просто балду погонять или с девчонками, или еще что-то. Они любили больше, серьезно относились к спорту. Ну, ко всему, чем они занимались, они относились более серьезно, чем некоторые люди, к примеру. Я смотришь, анализ же делаешь, даже по детству смотришь, этот человек, они анкеты собирали вот эти с футболистами, наклейки же есть. Я вот их всегда пересматривал, хоть я и никак не любил футбол, я благодаря им знал почти всех футболистов на тот момент, да. Потому что они клеили вот эти наклейки с фотографиями, анкету писали, их биографию заполняли, настолько фанатели они по футболу. А потом одно время они и борьбой занимались. А ты сам, и карате. Вот ты сказал про девушек, на твое творчество повлияла ли какая-то первая любовь, я не знаю, как у многих бывает, что вот первая любовь, она может вектор либо поменять, либо наоборот ускорить человека, либо наоборот заставить задуматься и стать музыкантом. Вдохновить, да, вдохновить, сторону, да. Как вообще у тебя это было? Вот повлияло ли на твое творчество, на твой успех? Ну, давай будем говорить открыто. Я вижу, ты парень скромный. Скромность в целом мужчину украшает. Ну, ты чересчур скромный, Адам. Да, если бы я был бы на твоем месте... Я бы не сказал, что я скромный. Нет, я вижу. Я как специалист могу тебе сказать, ты очень скромно себя ведешь. Это классно, это украшает тебя. Но если бы я был бы на твоем месте, я сказал бы открыто, я бы точно сейчас так не сидел. Я бы ногу на ногу закинул, да? Мне кажется, ты не на плохом месте, брат. Просто, знаешь, не знаю, я... Открываясь, наверное, людям, рядом с которыми я себя чувствую комфортно, наверное, не со всеми. Я не могу вот так просто около всех вести себя так, как мог бы вести себя рядом с близким другом, например, или с братом, сестренкой, например. Да, ну, каждый по-разному, наверное, раскрывается постепенно. Я делаю так, чтобы по большей части рядом были близкие люди. Почему? Потому что, чтобы я свободно общался, свободно раскрывался, не рядом с кем-то там, ну, не сидел скованным. Это не то чтобы скованность, просто я не хочу лишнюю информацию, да, там, о себе сказать. Сдержанность. Да, если этот человек мне не друг, если этот человек не брат мне, или конкретно не партнер по бизнесу какому-то, да, то я раскрываюсь ровно настолько, насколько я хочу, чтобы этот человек обо мне знал информацию. Ну, это мудро, это мудро. Вернемся к вопросу. Какая-то первая любовь как-то повлияла на твое... На твое вот состояние и на твой ресурс? Я, если честно, не анализировал вот этот момент. Но была первая любовь? Ну, наверное, школьная любовь, это и называется, наверное, первой любовью, да? Если это назвать любовью, можно. Здесь больше первая любовь, это когда так зацепило, что вот помнишь до сих пор. Да? Это как такое приятное воспоминание с улыбкой. Ну, в жизни каждого парня, наверное, это было. Было, да? Как ты это переживал? По-школьному. По-школьному, да? По-школьному, вот на этом же уровне. Но когда ты пишешь песни, потому что, насколько я знаю, ты сам пишешь свои песни. Все свои. От чего вдохновение у тебя? Или от кого? Ну, это по большей части, вот как я уже говорил, от моего окружения.
То есть там есть мои друзья, брат. Даже вот ты сейчас есть. Это после нашей беседы я могу, наверное, вдохновиться, пойти что-то написать. Я об этом сейчас не знаю, но после нашего интервью, наверное, скорее всего, так и получится. Все вдохновляет, каждая мелочь. А какие у тебя вообще мечты или цели были или, возможно, есть сейчас, не связанные с музыкой? Все мои цели, наверное, связаны всегда с моей семьей. Там участвуют мои братья, мои сестры, мои близкие люди, мои друзья. И во всех моих целях, во всех моих начинаниях всегда они были рядом. И всегда я представляю их рядом со мной, когда я чего-то уже добился. Всегда так я ставил. То есть Но сейчас они рядом с тобой? Да, получается, ты воплощаешь свои цели, свои Конечно, мечты в жизнь? Цели, это не то чтобы мечты. Знаешь, это цели, над которыми я всю жизнь вот свою до этого времени работал, достигал, и по воле Всевышнего. Но здесь еще немаловажную роль играет характер человека. Потому что если у тебя есть характер достигать или добиваться чего-то с терпением, с мудростью, там, с ожиданием, то у тебя обязательно получится. Главное, вот ты идешь, не останавливаешься, заднюю не даешь, не переключаешься на другое. Я считаю, что если человек одним делом занят и действительно это дело любит, то у него невозможно такое, чтобы у него не получилось. Обязательно получится, это смотря как ты этого хочешь и как ты это любишь. У человека все зависит от желания, я так считаю. Полностью согласен. Теперь такой вопрос по поводу разного детства. Ты так интересно сказал. То есть где-то чего-то не хватало, да, я так понимаю, в финансовом плане? Конечно, были моменты разные в жизни. Были моменты, когда у папы дела шли, были моменты, когда у него совсем не шли дела. И, знаешь, покойный отец, он такой человек был. Оказывается, вот мой характер — это от него. Он, конечно, не был таким более скованным, как я, как не я скованным, уже сказал. А сдержанным. Да, сдержанным. Он не был таким, он был душой компании, он был общительным, но многие качества его есть сейчас во мне. Я это постоянно вот нахожу в себе и думаю, блин, вот все равно кровь есть кровь. Такое. Ну да, кровь не вода. Сила, да. Были моменты, когда у него совсем не получалось. Были моменты, когда средние. Были моменты, когда вот прям папа куш мог там сорвать, да, с работы своей. Разные у него были дела там и со стройкой связанные, и там бизнес. А со скольки лет ты сам работал? Я, если не соврать, где-то, если конкретно, с 15 лет. Ну, если можно назвать это уже работой, то вот с 15. А что ты делал с 15 лет? Ой, я и кирпичи заливал, и помощником мебельщика был, и помощником сварщика был, и на стройке помогал, и работал на мойке. И уже чуть позже и официантом был, и после в кабаках пел несколько лет. Тоже уже, знаешь, много профессий поменял. У меня всегда так. Я был борцом, потом отучился на нефтегазовое дело, после стал певцом. Вот так вот. Были ли у тебя моменты, когда ты думал оставить все, когда ты хотел остановиться, когда ты думал, что что-то идет не так? Нет, у меня такого не было. Не было таких мыслей, потому что я понимал, что в себя нужно верить. И так никто в тебя не верит. Хотя бы ты верь в себя. Вот так я себя подправлял. Ну, меня всегда поддерживали мои родные, близкие люди. Когда они в меня верили, была бы ошибкой не верить еще, самому не верить в себя. Когда родные твои верят в тебя, любят тебя, поддерживают. А ты такой, нет, я не верю в себя. Это настоящее предательство. Ну, то есть не было ни одного момента, когда ты бы хотел все оставить, Нет. или тебя что-то ломало. А вот если бы ты вернулся назад, ты бы что-то исправил бы в своем детстве, или бы хотел какой-то иной жизни? Нет. Ты бы хотел повторить все то, что с тобой было? Да. Я доволен своей судьбой. Я всегда говорю об этом, что
все, что происходит по воле Всевышнего, и все должно быть так, как сейчас. Все это происходит. Я против этого никогда не выходил, не выхожу. Мгм. Живу просто. В твоей жизни было ли такое, что люди, которым ты доверял, на которых ты полагался в каких-то моментах, тебя неожиданно и очень больно предавали? Таких, знаешь, грубых моментов не было. Ну, так, по мелочи, наверное, школьная жизнь, там, в универе. А вот уже по взрослой такой, если брать жизнь, то, слава Всевышнему, меня окружают всегда хорошие люди. Я рад, никто не подводит, и я никого не подвожу. Все взаимно. Все люди мы адекватные, понимаем, что подводить это неправильно, предавать это неправильно. Но иногда бывает, что ошибаемся. Насколько ты адекватен, настолько и быстро происходит твое прощение. Ты начинаешь прощать, понимаешь, что жизнь твоя не закончена, не окончена, и ты можешь эту ошибку повторить. То есть ты сам можешь просить прощения? И могу простить, и конечно. Просить. А что бы ты не простил? Я даже не знаю. Я могу много чего сейчас сказать. Но когда дело коснется, я не знаю, как я себя поведу. Я могу сейчас сказать там предательство, то да сё, обман, ложь, как обычно это говорят. Обычные, банальные, стандартные моменты, да, это. Но я не могу сейчас сказать, что это прощу, это не прощу. Обычно, как говорится, Всевышний прощающий, и ты кто такой, чтобы не прощать, да? Да, в этом я согласен. Я, возможно, брат, наверное, буду искать оправдание этому человеку. Насколько себя знаю, я всегда ищу оправдание этому человеку. Может быть, он вот так, поэтому так сделал. Ну, начинаю его защищать внутри себя. Типа. Не надо на него обижаться, мол. Надо понять человека. Мол, ты тоже так сделать можешь в любой момент. Может так получиться, осуждая его, повторить его же ошибку. Меня эта жизнь научила меня этому. Это достаточно мудро. Это очень мудро. А вот что касаемо, ты говоришь, с 15 лет разные профессии были. Официантом был, и маляром был, и на стройке работал. Это тебе что дало? То есть вот что в тебе раскрыло, когда ты разные профессии видел в разном возрасте, ну и, соответственно, ты с разными людьми коммуницировал? Я считаю, что это вот эти все запчасти этого велосипеда, на котором я сейчас еду, братан. Я так считаю, что это все было к тому, чтобы вот эта картина сейчас происходила. Я и там вдохновлялся по чуть-чуть, и там с людьми знакомился, здесь с людьми знакомился. Эмоциями все делились, да, у каждого человека это есть, да? Энергетика, там, эмоции. Когда человек делится этим, то поневоле ты заражаешься этой эмоциями, да. Если у человека там настроение не очень, ты тоже заражаешься, сидишь рядом. А когда человек позитивный, ты заражаешься чисто позитивом. И насколько тебя хорошие люди окружают, настолько ты будешь, мне кажется, успешен в этой жизни. Почему? Потому что насколько чище твои мысли, настолько чище твоя жизнь будет. Я так считаю. Да, все идет от мысли, потому что мы действуем, исходя из того, о чем мы думаем, да, в голове. Потому Человек что мы не можем... сосуд, братан. Если в сосуде молоко, если ты его польешь, там будет молоко. Вот что ты здесь приобрел, то и будет в твою жизнь литься. Согласен. А вот касаемо твоего становления, как изменился Фарух после того, как стрельнул Адам? Я не знаю, наверное, со стороны виднее. Давай такой вопрос тогда, более уточняющий. Были ли моменты и ощущения такого окрыления, которого не было раньше? Единственное, что понял, что ничего невозможного не бывает. Труд, терпение. Вот этот ответ я на свой вопрос получил. Что если человек трудится и делает усердия какие-то, жертвует своим временем, да, своей семьей, не видит свою семью, работает, не покладая рук там на студии, в том городе, этом городе. Это все оправдывается со временем. Я это понял. Именно в творческой жизни. Да и вообще в любой профессии это так, я считаю, что сколько ты вложишь, настолько и отдача будет.
сильная. Но ты сам ожидал, что отдача будет вот такой? Я, наверное, не ожидал, но верил в это. Что я никогда не сомневался в том, что нет ничего невозможного, и я вот убедился в этом. Всем ассаламу алейкум, хочу порекомендовать витамин. Подход, Рус, давай работай, двигайся. Всем ассаламу алейкум, ребят, еще раз напоминаю, команда Жанамен выпустила витамины для настоящих мужчин. Если ты хочешь восстановить свой тестостерон и поднять свой иммунитет, обязательно заказывай. Помимо укрепления тестостерона, также здесь есть 15 витаминов для укрепления иммунитета. Обязательно заказывай, ссылку уже указал в описании ролика. И рывок! Вот что делает Жанамен. Недавно ты выступал перед двумя президентами, я это видел. Да. Перед нашим президентом и перед президентом Таджикистана. Да. Это было в Душанбе, если не ошибаюсь. Да, город Душанбе. Каково это, когда тебя знает президент не только своей страны, но еще и соседней. президент соседней страны? Да. Я вот, знаешь, расскажу о том, как мы туда поехали. Мы вообще поехали заранее, за 4 дня, готовились. Очень все серьезно было. И вот это вот момент, я для себя что, знаешь, какой анализ сделал с этого момента? Там же очень много людей было творческих разных. Я так рад был, что мы заранее туда поехали. Столько людей хороших, столько знакомств, столько талантливых людей. Помимо президентов, да, вот сколько всего произошло. А кто там был еще? Из самых, наверное, известных, кто там выступал, Димаш Кудайбергенов был. Потом Парвиз Назаров был, Мадина Садвакасова была. Так, блин, если кого-то забыл, то... Ратович был, по-моему, еще. Ратович был очень, Ратович был. очень классно играет парень. Вообще, знаешь, каждый, кто там выступал, были не из простых людей, да, вот действительно талантом наделенные, одаренные люди. Выступали, каждый показал свой номер просто безупречно, классно. И все довольны, уехали после встречи двух президентов. Все прошло налегке так, четко. Вот эти. Ну, ты с ними поговорил? Я познакомился, да, с разными людьми, Ага. со своими коллегами. Ага. А вот именно с президентами ты разговаривал? Нет, Не такой разговаривал. возможности не было, но я как бы не надеялся на то, что я поеду и буду там стоять с ними, беседовать, общаться. Нет, я думал, как я и представлял, что мы выйдем, выступим, ну и, конечно, обратно домой. Мгм. Все так и произошло, но было приятно, конечно, осознавать, что ты вышел выступить перед людьми вот такого вот уровня. А с Димашем Кудайбергеновым был разговор за кулисами? Да. Что он тебе сказал? Он меня поздравил, кстати. Поздравил. Очень приятно было, очень хороший парень такой, знаешь, веет добром, аура хорошая. Поздравил, руки пожали, обнял. Говорит, поздравляю, брат, слышал. Очень приятно, что с Казахстана выходит так вот, на весь мир хит. Поздравляю, пожелали друг другу успехов, удачи, да, чтобы дальше больше шли в творческом пути. Ну, действительно, так интересно получается. Помнишь момент, когда Димаш Кудайбергенов на весь мир стал известным? Действительно, очень, очень талантливый. И мало того, что талантливый, также еще и профессионал, да, своего дела. Да. И на самом деле, я с ним ни разу вживую не виделся, но от него реально веет добром, позитивом. То есть хотелось бы с ним познакомиться. Надеюсь, посредством тебя мы с ним познакомимся и обязательно. также здесь поговорим. А что касаемо тебя, вот как ты думаешь? Потому что был Димаш Кудайбергенов, знаменитый на весь мир из Казахстана, певец, и тут появляешься ты. Тут появляешься ты, и так интересно получается. Димаш, он же больше вокалист, Да. а ты идешь как автор хита «Жүрек», и вот тут такой вопрос. Как вообще появилась эта песня? Жүрек? Да. Gülüm sen bana var, жүрек,
тебя вдохновило? Это очень многим интересно, потому что я читал комментарии твои, я смотрел, что пишут в интернете, и я понял, что людям это интересно. Я не могу не задать этот вопрос. Блин, наверное, кратко ответить на этот вопрос не получится. Как я уже сказал, что меня вдохновляло вот это вот все мое окружение, мои лошади. Кто не знает, я занимаюсь лошадьми, люблю их, селекцию вот сейчас делаю лошадей. И все это время я анализировал, думал, блин, что меня сподвигло на то, чтобы я написал вот такой вот материал, да, классный, который вот залетел. В конце концов, я для себя сделал вывод, что все, что меня окружает, это меня вдохновляет, восхищает, и посредством их у меня получается вот такой вот продукт, как Джурик, да. Знаешь, эта песня как-то писалась по-особенному, быстро, все так слаженно у меня получилось. Я на обложку там ее скинул, чтобы не обложку сделал, и обложка быстро получилась. И поехали мут-видео, сняли очень быстро, там за 2,5 часа, по-моему. Потом и песня сама, все строки, как-то, знаешь, как будто мне прям диктовали, так быстро написал. Мотив пока оттачивал там несколько недель. Я обычно так работаю. Очень долго пишу песню, потому что я такой вот самокритик немного. Если я что-то делаю, сам до себя докапываюсь без конца. Блин, вот здесь не то, нет, я все перепишу. Я могу вот так вот проект целый записать, уже на стадии сведения сказать, ты сбрасывай, будем заново писать. Мне что-то не нравится исполнение, характер не тот. Ну, докопаюсь, короче, до чего-нибудь. То характер не тот, то вокал мне тут мой не нравится. Докопаться там 5 сек. Сам до себя. И вот так вот я отношусь к своему творчеству, поэтому у меня, скорее всего, медленнее многих ребят релизы выходят. Многих я вот смотрю прям каждый месяц стабильно там новый трек. У меня по-разному получается. Я тебе скажу, редко, но метко. Ну, наверное, лучше так. Я вот даже советую своим коллегам, говорю, мол, не торопись, отточи и в плане качества, и в плане текста, и в плане исполнения, вот, передачи материала, как ты его преподнесешь, вот это все вот отточи хорошенько, а потом уже выдавай. А там уже народ рассудит, хит это или не хит, можно слушать, нельзя слушать, одноразовая или песня навечно, вот это вот уже слушатель оценивает. А вот песни на каких языках у тебя еще есть, помимо той, которую Пока знаешь что весь вот мир? на русском и на казахском. На русском и на казахском. Сколько На песен других еще на языках казахском как бы есть? не старался. Сколько еще песен на казахском есть? На данный момент? Да. Сейчас я 2 песни пишу. Да. Скоро вот уже, уже финальная стадия, вот скоро новый трек выйдет. И после один маленький такой сюрпризик. Не маленький, но посмотрим. Это Думаю, будет что- фит какой-то? Нет, это не фит. А почему сюрпризик? Ну, это... Вы потом поймете, почему я сказал Хорошо. сюрприз. Мировая слава, гастроли. Насколько я знаю, был тур в Китае, в Европе, В Европе у нас был именно в Ирландии был. в Ирландии. Да, выступление у нас там был концерт. Конор Макгрегор Получается. приходил? Да, вот именно в его городе, в Дублине. Ага. Его не было, к сожалению. Ему билетов не хватило. Можно сказать об Ирландии, что очень зеленая местность. Очень густо так. Воздух хороший. Есть неплохие горы. Есть море. Рыба вкусная. Люди очень такие вот приветливые, воспитанные. В Ирландии, вот только в странах Европы, я только вот в Ирландии был. В остальных мы еще не были, потому что нам пришлось ехать в Китай. Нас там очень сильно ждали, нам нужно было в Китай лететь. В Китае несколько городов отпели. После приехали, по своим городам проколесили, потому что очень ждали. И сейчас вот завтра лечу в Питер, там вот выступление. После в Баку,
Тоже пригласили вот в Баку будет выступление. Потом в Монголию. Так все выдал, да, за год Ну, вперед. в общем, действительно мировая слава, мировая звезда. Даже когда я это говорю, ты порой глаза вниз опускаешь, как будто тебе вот твоя Мне скромность, мне такое стыдно качество, тебе видно, чуть неудобно становится, но факт есть факт, его нужно принимать. Это так и есть, потому что. Что касаемо вот исполнения, я заметил, ты исполняешь вживую, куда бы ты ни полетел, чем не могут похвастаться многие другие артисты, да, не будем называть имен, но тем не менее я заметил, ты поешь живую. Ну, не буду осуждать артистов. Я о себе скажу, что я больше удовольствия получаю от того, что вот я слышу свой голос вживую, и получается выкладываться на 100%. Когда ты действительно поешь, потеешь, выкладываешь, и ты понимаешь, что ты вот передаешь свое вот это творчество людям, слушателям, и от этого ты остаешься довольным собой. А когда ты, наверное, вот у меня пару раз было такое, что на передачах мне запретили петь вживую, но у них аппаратура и не рассчитана была под живой звук, как телепередача, там под MP3 красивее. Но я попросил пару раз, говорю, можно вживую? Ну и сказали, видишь, аппаратура вот такая вот аппаратура не рассчитанная, тем более запись, эфир, не эфир. Ну я хорошо говорю. Вот на пару передачах только вот исполнил под фанеру, и то я попросил микрофон включить, чтобы я хотя бы сверху пел, даблом. А в остальном постоянно вживую. И мне это кайфует, прям мне нравится это. Мне нравится, когда кто-то вживую поет, слушать вживую человека, это совсем другое. Когда под MP3 я могу и в наушниках дома послушать, к примеру, да, или в машине послушать, где-нибудь с пацанами в караоке, в баньке, где-нибудь послушать можно. Но когда ты пришел на концерт, на выступление какого-то своего артиста, ты идешь туда с надеждой, что ты услышишь его живое исполнение, правильно? А какое разочарование, когда ты пришел и под фанеру подвигался и ушел. А ты ждал, оплатил это, надеялся, что ты с ним попоешь, да, вот акапельно. И у тебя это не получилось. Думаю, что лучше вживую. Скорее всего, кто-то скажет, что, мол, были даже моменты, когда говорили, типа, он не вживую поет. Ну, это комплимент. Мне кажется, самый лучший комплимент для артиста, Самый лучший комплимент. Я такой, значит, я звучу как MP3. да? Когда говорят, что не вживую, мне Запись, кажется, да? высшая похвала. Как запись звучишь, когда это действительно хороший комплимент. А какая была самая безумная история с фанатом или с фанаткой, скажем так, слушателей? Потому что я вижу, когда я говорю слово фанат, тебя прям... Ты прям так сидишь. Вот со слушателем. Какая была безумная история? Вот что ты можешь вспомнить такого, что тебя прям поразило? Может, в хорошем, а может, в Я плохом? один раз, кажется, своего слушателя застрелил. Так, останавливаю интервью. Это надо запикать. Да, это капец. Да, у меня такого, знаешь, запоминающегося такого ничего не было. Были моменты, когда я за кулисами просто слышал, как обо мне хорошее говорят мои слушатели, когда ждали они моего выступления. И люди между собой разговаривают. Ну, по ходу дела ожидания, я еще не вышел на сцену, и я за сценой. Тишина такая, я вот слышу, общаются люди. Много приятного я услышал о себе, много теплого. А не было моментов, когда кто-то в гримерку пытался попасть? Были, конечно, были. Вот, вот именно это интересно. То есть... Вот недавно, кстати, вот расскажу, нашу машину чуть не перевернули. Где? Рудный. В Рудном чуть не перевернули? Основная, да. Это, пацаны там, лет 15-16, наверное, слушатели. Они сначала нас тормозили, чтобы мы остановились, но мы понимаем, что если мы сейчас остановимся, там потом уехать тяжело будет. Очень много пацанов, там людей, девчонки тоже. Они за нами перекрывают нам машину, этот сигналит водитель. Они ноль внимания на водителя, на его машину.
«Тохта!» кричат ему, говорит. «Тохта, дедом!» Вот так, прикинь. Он, вот этот пацан, говорит, я, говорит, первый раз, водитель, говорит, я первый раз такое вижу, говорит, мне аж, говорит, ну, страшно стало. Чтобы Он не сейчас задавить заблокировал никого, да? дверь, вот так сидит двумя руками, вот такой, знаешь, на ниточках. А я сзади сижу, улыбаюсь. Ну, приятно, с одной стороны, что настолько тебя любят, а с другой стороны думаешь, блин, это здоровая тема или нездоровая тема? Ну, я сам таким никогда не был. Я не ходил, можно сказать, ни на какие концерты. Только когда наши свои организовывают концерт, там приглашают. А до этого момента, как я начал профессионально петь, я вообще не ходил ни на какие концерты, там, не фанател ни по каким артистам, ни по каким актерам, да, То есть актрисам. ты не вдохновлялся, да, ни Нет, от кого? Точно не по этой ветви. У меня вдохновление, вот говорю же, от своих близких, родных людей, но не вдохновлялся там артистами, актерами. Есть, конечно, исполнители, которых я слушаю, нет, но сейчас я очень редко слушаю. Больше над своим творчеством Над своим занимаюсь, творчеством. да, и не хочу отвлекаться. Больше стараюсь читать, больше стараюсь А что читаешь? разное. Все разные статьи, разные новые сленги, ну, все такое, знаешь, то, что может пригодиться. Могу просто сесть, историю чью-то прочитать, например. Неважно, что читать, понимаю, что для меня извлечь оттуда новые слова или старые забытые слова, это все помогает в лексиконе, да, когда ты пишешь. Когда ты на казахском читаешь, на русском читаешь, это все пополняет казахский словарный запас, русский словарный запас, и это все тебе пригождается, когда вот нужно именно. Когда вдохновение приходит, лексикон должен в этот момент тоже подойти. Там комбо. Ну да. Что касаемо вот твоего становления, твоего успеха, есть ли какой-то страх, что, может быть, не будет подобного хита, или что это вот так и останется? Мы же знаем, ни для кого не секрет, есть артисты, Да. которых называют, как говорят, артист одного хита, да, или как одной песни, потому что я могу из опыта, я работаю со спортсменами, с разными людьми, как психолог я работаю, консультирую, и чиновников, и людей из высших эшелонов, которые дослужились до какого-то звания, да, невероятно высокого, как говорят, плох тот рядовой, который не мечтает, не хочет быть генералом, Генералом, да? Есть ли такой страх, что вот в рамках жюрека это может все остаться? Нет, честно, я не переживаю по этому поводу, брат. Не загоняюсь. Я делаю то, что у меня получается, то, что приходит. И во время того, когда я писал жюрик, я по этому поводу тоже не загонялся. И сейчас не загоняюсь. Ну, будет то, что будет, братан. Я просто стараюсь, делаю так же. Вдохновляюсь, пишу, стараюсь удивить своего слушателя, угодить. Ну, скорее всего, в первую очередь я себе стараюсь угодить. Если мне моя музыка не нравится, я ее никогда не выпущу. То есть для меня важно, чтобы моя музыка, то, что я делаю, мне нравилось. Если я пою эту песню, и мне нравится ее петь, напевать, слушать со стороны, то это работает вот так вот. Ну, у меня так лично. А из мировых звезд кто-то уже предлагал сделать фит, записать общую песню? Ну, наверное, самые такие именитые — это с латиноамериканской музыки. На нас выходили, то есть наш лейбл Туран Медиа. Вот на нас вышли, предложили фит. Там есть известные очень ребята, такие как Ники Джем, кто там в этой тусовке еще. Я, честно, сейчас сразу не вспомнишь. Вот Ники Джема сейчас помню. Потом, как же этого парня звали, тоже очень известный парень. Миллиардник, кстати, у него на Ютубе очень много просмотров. И творчество очень интересное. У них у всех очень интересное, такие мелодичные пацаны. И какой ответ дали? Пока что нет
такого материала, чтобы они могли нам предложить или мы им могли предложить. Такого Но общего. мы можем ждать, что в будущем у тебя будут фиты с кем-то из Блин, все возможно. высшего музыкального эшелона? Я даже, знаешь, дело не в этом, что там предлагают там мировые или еще что-то. Для меня важен человек, с которым я буду это делать. Для меня это очень важно. Если у нас нету никакого контакта с этим человеком, если мне этот человек не нравится в плане человеческого там понятия, и если мне не нравится стиль его музыки, или как он исполняет, или текста его, то я, неважно какого он уровня там исполнитель, я навряд ли буду с ним петь. То есть у него как-то было, после него тоже как-то будет, поэтому я сильно не заморачиваюсь по этому поводу. Мне наоборот, если какой-то начинающий исполнитель скажет: брат, у меня есть вот такой вот материал, послушай, если это мне понравится, я сделаю с ним фит. Мне важно, чтобы мне материал понравился, и этот человек понравился. А не то, чтобы он там миллиардник или еще что-то. То есть ты не гонишься за ярлыками, ты Нет, брат. не придаешь значения такого статусу человека, да? Для меня все равны. Конечно, с каждым человеком у тебя общение будет получаться так, как он тебе позволит это, правильно? Да. И мне не важно, какой человек, я стараюсь быть с каждым человеком настоящим. Ты так говоришь, как будто ты 2 жизни прожил. Сколько тебе лет? 68 на следующей неделе. Очень мудро рассуждаешь, на самом деле. Мудро, сдержанно и веет вот такой именно зрелой мудростью. Не просто мудростью. Это же элементарно, например, как бы ты поступил, если бы я, например, начинающий исполнитель, подхожу к тебе, говорю: брат, вот, мол, у тебя хиты есть уже, давай мы с тобой какой-нибудь материал сделаем, у меня есть предложение, послушай, оцени, если понравится, давай сделаем, если не понравится, то не в обиду, то есть ты можешь выбор сам сделать, раз я предлагаю. И ты послушал, тебе прям залетело, ты говоришь: блин, я бы хотел бы этот трек исполнить. Слушаешь его, тебе его вокал, там манера, исполнение тоже залетает, да, к примеру. И ты говоришь: какие проблемы, давай сделаем что-нибудь годное, да, хорошее, чтобы людям понравилось, чтобы слушали. А если мне какой-то там мировая звезда приходит, говорит: смотри, какой материал есть, послушай, и там какая-то дичка, я, наверное, мягко откажу, красиво это сделать, чтобы не огорчить, как-то там на его честь и достоинство как-то не посягнуть. Я как-то аккуратно это сделаю, скажу: следующий материал какой-нибудь, может, я предложу. Давай отсрочим наш фит, к примеру, да, чтобы совсем не обрывать вот это вот. Почему? Потому что бывает, что иногда приходит там чуть-чуть материал послабее, а иногда вот прям хорошее дуновение вот этого вдохновения приходит, и такой хороший материал он написал, к примеру, придумал, да. Поэтому он может в этот раз принести такой материал, такой более сырой, а в следующий раз принести, сказать, какой-то хит, так, к примеру, послушай. Это, по-разному бывает, от настроения человека, от его окружения, от обстоятельств, все это зависит. Понимаю. Так, сколько Фаруху лет? Мне 30 лет. 30 лет. Хорошо. Ты прожил 30 лет. Да. И вот какой совет ты бы сам себе дал прямо сейчас? Прямо сейчас? Какой совет ты бы сам... Возможно, 3 совета ты хотел бы себе дать прямо сейчас. Вот ты 30 лет прожил, ты что-то понял, ты что-то увидел, что-то не увидел, что-то увидел. У тебя интересное детство было, как ты говоришь, разное, да? Ты рано начал работать. И вот за свой 30-летний опыт, какой бы ты совет, или, может, ты 3 совета хочешь себе дать прямо сейчас, как ты видишь, что если бы вот ты бы последовал вот этому, твоя жизнь стала бы Еще лучше, еще краше? еще лучше, еще краше. Как я уже до этого ответил на этот вопрос, хотел бы я что-то изменить из своего детства или там из своего подросткового там времени, я бы ничего бы не менял. Все вот так прям, как должно быть. И я не жалуюсь на свою жизнь, на свою судьбу. Все так, как я хочу, все так, как
Это для меня хочет он. Он знает лучше, что для меня лучше. Согласен. Да, я вот это вот понимаю, поэтому я доверяю полностью. Для нашей аудитории, кто, возможно, есть же агностики, есть атеисты, да? Адам сейчас говорит про Всевышнего. Потому что не все могут понять. Не осуждаю, брат, никого, поэтому Конечно. прошу, чтобы меня тоже не осуждали. Я всегда верю. Семья верит, мои друзья верят, мое все окружение верит. И я никогда, как скажем, аккуратно, не возвышал себя ни над агностиком, ни над атеистом, говорят, типа, мол, ты такой-то, ты сякой, я вот такой, типа. Ну, придет время, он может поменяться, я могу испортиться, к примеру, да. Я не говорю, что он испорченный. Имеется в виду, я могу не на тот путь стать, да, это вполне возможно. Своим принципом. Да, еще же моя жизнь не закончена. Конечно. Все может быть. А этот человек может стать на тот путь, на котором я был. Да. Стоя на этом пути, я его осуждал, к примеру, а этот человек потом все так может повернуться, как игра, братан, красивая. Да. Поэтому я никого не осуждаю, пусть меня никто не осуждает. А какой совет бы ты себе дал? Совет, насчет совета. Очень много, наверное, советов. Я вообще люблю советы давать. Но другим все любят советы. Самому себе. Самому себе. Да. Я советник же. Свой советник. Фарух советник Адама. Не опускать планку. Держать марку. Стараться. Совет. Я же сказал, я уже убедился в том, что когда человек старается, любит и хочет, у него получается. Тот же совет, наверное, я себе на будущее дам. Также стараться, хотеть, чтобы этот голод не пропадал. Чтобы я, сам знаешь, добивается в жизни тот, кто голоден. Да. Этой жизнью, да, к примеру. Ну ты голоден? Я до сих пор голоден. Я не говорю, что я опьянен, так скажем, этим миром или там какими-то средствами. Нет, я не опьянен. Все так, как должно быть, поэтому я не кричу «вау» или там «ой». Все нормально, все должно быть так, все по плану, поэтому нормально все. Могу себе посоветовать только двигаться правильно и улучшать себя в лучшую сторону. В лучшую сторону каждый день мы можем себя улучшать. Иногда, порой я вот так себе советую и не делаю. Ну, у любого человека так бывает. Я иногда могу полениться. Я не говорю, что я там пахарь какой-то. Могу полениться. Поскольку я творческий человек, у меня характер, у меня настроение может в день 5 раз измениться. Могу 5 минут быть веселым, потом 5 минут погрустить, потом 5 минут задуматься. И вот так вот целый день проходит. Так, к примеру, по-разному бывает. Все от обстоятельств, от твоего настроения, от твоего настроя. Что касаемо музыки твоей. Как ты сам знаешь, я как психолог могу сказать, что люди, слушая музыку, проживают свои какие-то чувства, эмоции, события. Естественно. И особенно с твоим хитом, да, с твоей песней «Жюрек», хотя есть много крутых других песен, кстати говоря, и просмотров там много, и прослушиваний много, проживают какие-то эмоции свои. Ты какую из своих песен больше всего, точнее, в какой из своих песен ты больше всего проживаешь каких-то эмоций своего состояния, может, что-то ты вспоминаешь, вот, когда поешь? Каждая песня, кстати говоря, брат, это все какой-то момент же он происходит. Вот я пишу трек, это вот, например, вот этот трек я написал в 2019, это 2020, 2021, 2022. Это осенью, это летом, и каждый раз у меня разное состояние было. Понимаешь, проживал что-то определенное. Не обязательно то, о чем я там пою. Да. Что-то параллельно я жил, выживал там какие-то моменты, воевал, да, как говорится, у каждого человека есть своя война, о которой другой не знает. Воюешь же в жизни, да. Идешь к своим поставленным целям. Я вот так вот шел в этот момент, я писал, соответственно, свои песни. Например, вот, если, к примеру, взять, есть песня «Мама, я устал».
Она 2020, по-моему, года песня. На тот момент у меня вот такое состояние было. Состояние души. Эту песню я написал о себе. Очень скучал по маме в тот момент. Знаешь, мамы у меня не стало, когда мне было 17 лет. И я очень близок был к маме. Поэтому это тоже повлияло на мою жизнь очень сильно. Это один из ключевых моментов, когда я вырос. Когда я осознал, что мамы у меня нету, я вырос. В тот момент я стал расти. И не только в словах, а в поступках, по жизни. После... Это, наверное, один из самых черных дней в моей жизни. Но это, наверное, противоречит то, что я сейчас сказал. Ну, черный день, там, так скажем, один из сложных дней для меня. И это, который никогда в жизни не забуду. Каждую секунду этого дня я помню. И не только этот день. После уже вот сколько лет прошло до сих пор. Это состояние не покидает человека. И в этот момент была написана эта песня, да? То есть с этими эмоциями. Эти эмоции, это уже несколько лет позже, но эти эмоции, видишь, настолько сохранялись долго во мне, и до сих пор они хранятся. Есть моменты, да, когда тебе сложно в жизни, тяжко, тебе хочется посоветоваться с мамой, просто прийти там на кухню с мамой сесть, вопросы задать, да, или послушать маму просто. У меня были моменты, когда я зайду домой, мама сидит там с камворда, решает или еще что-то такое, подсядешь и вместе с мамой давай угадывать темочки, там общение, не общение, начинаешь петь маме, мама, оцени, как у меня получается. На тот момент я не писал авторского ничего, просто пел известные песни, начиная от Магомаева Муслима до Цоя, я все подряд пел универсально. В тот момент я приходил, мама, оцени. У моей мамы очень хороший слух был, поэтому я постоянно маме доверял. Приходил, мама, послушай, классно. Мама такая, ой, молодец, классно, так приятно. И вдохновляла с того момента, вот еще с детства самого. Так вот, этот черный день, оказывается, у каждого человека наступает. Потом еще один черный день у меня настал в жизни, когда я папу потерял. Сколько было лет? Это было вот 3 года назад. Тоже вот очень сильно повлияло на мое душевное состояние, да. Когда у тебя был один родитель, его тоже уже не стало, это, ты понимаешь, что ты уже без родителей, твои крылья сломаны. И это все как-то, каждый момент моей жизни как-то действовал на мое творчество. И писались песни. На сегодняшний день уже, наверное, треков 15-16, вот не торопясь, 2 месяца, в 3 месяца. Иногда были моменты, когда я в 5 месяцев раз только трек выпускал. Были творческие такие вот кризисы, когда у меня не получалось написать ничего толкового. Я мог там много демок написать, но ни одну не выпустить, потому что они мне не нравились на 100%. Я не был уверен в том, что мои слушатели это оценят. Но есть, конечно, треки среди многих, которые меньше всего слушаются, и на сегодняшний день у каждого исполнителя есть такие песни, которые меньше всего слушаются в его плейлисте. У меня есть такие треки. Я их очень редко исполняю, и на тот момент, когда я их выпускал, я думал, стоит ли выпускать этот трек. Прям на 100% не было такой уверенности. Такой, приятная песня, выпущу. Пусть будет в плейлисте. Выпустил. А есть такие козырные, думаешь, вот этот трек я выпущу. Мне нравится его петь, мне нравится его слушать, значит, надо выпускать. Слух народа не обманешь, слушателя. Если это хит, то он будет хитом. Есть такой среднячок, который будет постоянно слушаться, не прям такой хит, но будет постоянно прослушиваться, просматриваться. Таких песен у меня в плейлисте тоже много, которые прям постоянку держат. Мы же следим за цифрами. Да. Есть треки, которым 5 лет, и они вот стабильно слушаются. Меня радует, что
эти песни не одноразовые. Меня радует, что эту песню могут... Есть люди, которые эту песню каждый день прослушивают. Каждый день. То есть они в плейлисте постоянно. А можно ли тогда сказать, что люди, которые слушатели твои, прослушивают твои песни, разговаривают с Адамом? Можно сказать, что они понимают мою душу, если им это нравится. Я считаю, что если им нравится то, что я делаю, значит, они понимают меня. Они меня поняли. Что я хотел донести? Значит, у меня получилось донести то, что я хотел. У меня остался крайний вопрос. Хорошо, что не последний. Да, крайний вопрос. Потому что... Многие люди ошибаются, да? Всегда Да, последняя конечно. песня, последний танец, Да, последний вопрос. Ну, профессия у меня такая. Это Профессионал. Да, профессионал. Крайний вопрос. Это представь, что сейчас, как представь, тебя будут слушать твои слушатели. И что ты им хочешь сказать? Знаешь, есть такой момент. Хотелось бы сказать, чтобы они не создавали себе кумиров. И я не хочу быть кумиром. Я хочу, чтобы мои песни слушали, мое творчество уважали, но не фанатели настолько, чтобы я был кумиром. Я не заслуживаю быть кумиром. Потому что есть действительно личности в истории, которых можно уважить за их подвиги, за их труды, за их творчество, за их там какие-то политические мышления, за религиозные, да. Но никого, я думаю, что не стоит ставить себе человеком, за которым ты следуешь, например, да? Слишком фанатеть, там, трястись при виде этого человека, терять себя, сознание терять, там еще плакать. Я считаю, что каждый мой слушатель должен понимать, что я такой же человек, что у этого человека, возможно, у моего слушателя есть качества намного лучше, чем у меня, к примеру, да? Человеческие, которые намного важны, чем музыка. Человеческий фактор, человеческие качества, добропорядочность, там. Вот это вот, когда ты чувствуешь, что это есть в человеке, ты начинаешь его автоматически уважать. И, короче, коротко говоря, в этом человеке может быть много плюсов, которых во мне нет. И во мне могут быть, например, столько же, ну, минусов, к примеру, которые они не знают, о которых они не знают. Они восхищаются мной. Я считаю, что ошибка, наверное, восхищаться мной. Адам, ну это скромность, то это Нет, скромность. ну, музыкой я согласен, если какая-то песня нравится, он может восхититься этой песней, да. А образ жизни мой они не знают, да, например, какой я по жизни человек. Есть такие люди, которые при виде, ну, при встрече начинают прям теряться очень сильно. Типа, ой, мне плохо, что-то трясусь. Я заметил, с тобой куда-то выходишь, ты в маске постоянно ходишь, Да, потому что я понимаю, почему ты в маске ходишь, конечно. Да. Я это уже видел и своими глазами. Это чтобы время не терять, брат. Если честно, да, очень много времени занимает. То есть, Я понимаю. когда останавливает тебя один человек, и потом видят люди, типа, с кем он, типа, фотается. Такой, это же он, типа, и такой сарафанное радио, тук-тук-тук, и смотришь, рядом с тобой уже 20 человек. И пока ты со всеми не сфотаешься, ну, и уйти, то подлянка какая-то, понимаешь, с одним сфотался и всем сказал goodbye, я пошел. Например, мне было бы неприятно, я стою и жду, к примеру, да, захотел сфотаться. Может быть, первый раз в жизни, да, там, с певцом захотел сфотаться, он тебе раз отказал. К примеру, да, раз уже начал фототься, он должен со всеми фототься же. Да. Поэтому и много внимания не хочется на себя брать. Ты не ту профессию выбрал. Не, в плане того, что, да, я, наверное, скорее всего, в этом плане мне постоянно говорят, ну, это же, типа, твоя профессия, внимание к себе. Ну, я говорю, ну, я не хайпажор же, говорю, я исполнитель, автор-исполнитель, я пишу, пою, нравится, что меня слушают, оценивают мое творчество, и благодарим всегда своим слушателям. Но не то вот это вот. Немного вот это вот бывает у меня, знаешь, чтобы не заметили. У меня даже бывает, когда в такси сядешь, моя песня играет, и ты такой молча сзади сидишь, до конца поездки такой. Вышел, ушел такой, и думаешь, о,
не просекли. Сам в маске такой сидел. Сидишь, смотришь, не увидели, не узнали. Приятно, конечно, когда знаешь, что это... Не зная, что ты сзади сидишь, твоя песня едет, подпевает. Едет таксист такой на своем вайбе. И ты сзади сидишь такой, слушаешь. Думаешь, блин, не зря я, оказывается, пишу же эти песни. Люди слушают, любят, подпевают. Приятно очень. Это классно. Ну, слушай, это наша с тобой не крайняя беседа. Да. Это наша с тобой не крайняя беседа. Еще выйдут новые треки. Кстати, один из них я слушал, часть Да. какую-то. И я думаю, что каждый будет превосходить следующий. И мы еще сядем и поговорим чуть попозже обо всем том, что мы сейчас говорили, Да. и еще о кое-чем новом. И в целом, по итогу разговора с Адамом я хочу сказать, что на самом деле при его скромности, при его проявлении, при том, какой он человек, какие у него личные качества, если ты будешь профессионалом своего дела, если ты будешь не сдаваться, если ты будешь идти по своему выбранному жизненному пути, ты неизбежно получишь и признание, Успех и все. успех и все остальное. Но самое главное, что мне понравилось в разговоре с тобой, какой ты был до, какой ты сейчас, вот твой стержень человечности, он, я не знаю, это спасибо родителям, наверное, надо сказать, или... Спасибо Всевышнему, брат, что у меня такая жизнь сложилась, что сейчас я не реагирую на все вот так вот этим вот вау, знаешь, вот таким вот реакциям. Может быть, я считаю так, что он мне дал в тот момент, когда я был уже готов, наверное, к этому моменту. Подготавливал, конечно, себя. Я всегда верил, что один день мне придется в маске ходить, тариться там. Да? Я всегда еще родным своим, ну, самоирония такая, ну, такой раз себя похвалил. Типа, блин, придет день, когда мне будет уже тяжело с вами там в кругу где-то сидеть, да, в каком-то помещении, где люди, да, там много людей. Вот так вот бывало. Типа и шутил, и не шутил. И сейчас это происходит. Ну, то есть вера вот эта внутренняя была, всегда сидела, да? Что? Всегда, да, конечно. Это самое главное. Как я уже сказал, если ты сам в себя не веришь, то и так там много кто в тебя не верит. Еще ты еще в себя не будешь верить, то зачем тогда уже все это нужно? Очень мудро. Ну, не 30 тебе лет точно. Может быть, тебе по паспорту 30 лет, но твой душевный возраст. Давай молодеть надо. У тебя душа старая, скажи. Но чисто искренне. Дорогие наши слушатели и зрители, всем спасибо. Это был первый выпуск «За закрытой дверью». И у нас фееричный гость. Дай пожму, пожалуйста, твою руку. Почему? Потому что ты выделил время. Спасибо и тебе тоже, брат. Уделил внимание. И когда мы это запускали, мы не думали, что... Ну, буду говорить открыто, хоть ты сейчас будешь опять стесняться в силу своей скромности, Да. но мы не ожидали, что звезда такого масштаба к нам придет на первый выпуск. Да. Поэтому очень благодарны, спасибо и увидимся еще.